Добрый день, в эфире телеканала АТР «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и в ближайший час мы будем говорить о самых важных и актуальных новостях сегодняшнего дня, связанных с оккупированным Крымом и нашей страной. И начнем мы с новости. Оккупационный суд так называемого Судакского городского суда Елена Баси приговорила крымско-татарского активиста и члена Меджлиса Эльвира Аметова к 8 месяцам ограничения свободы за якобы незаконное хранение частей огнестрельного оружия. На это уже отреагировала наш омбудсмен Людмила Денисова. Она назвала приговор оккупационного суда в отношении Эльвира Аметова еще одним примером преследования за участие в Меджлисе. Давайте послушаем, что об этом сказала Людмила Денисова. Рішення суду є ще одним прикладом переслідування за участь у Меджлісі, оскільки до окупації Ільвер Аметов був членом представницького органу кримсько-татарського народу. Під час обшуку у вересні 2019 року з його домашнього музею було вилучено старовинні експонати зброї, які він колекціонував більше 20 років. Антикварні предмети є частиною культурної спадщини кримсько-татарського народу. Речь идет о Эльвире Аметове, как я уже говорил, о человеке, который много лет воссоздавал у себя дома под Судаком музей крымско-татарских раритетов. Он находил всевозможные экспонаты, связанные с мебелью, посудой и даже элементами средневекового старинного оружия. И вот именно к этому и придрались оккупанты, когда возбудили против него дело, хотя даже то оружие, которое они нашли, было не боеспособным, там оно не действовало, были спилены все боевые его части. И вот с нами на связи Заир Смедля, глава Центральной избирательной комиссии Курултая. Я приветствую вас, Заир ага. Сейчас, видимо, этот сигнал возобновится, и мы сможем поговорить и узнать подробности того, как происходило это так называемое судебное заседание, чем его мотивировали и апеллировали к чему оккупанты, вынося этот приговор, как, собственно, этот приговор воспринял Эльвир Аметов, может быть, об этом нам сможет рассказать Заир Смедля, и он уже... Я надеюсь, снова с нами на связи. Заир ага, я приветствую вас. Да, селям алейкум. Алейкум селям. Вы присутствовали на этом суде, так называемом? Вы знаете подробности, как это происходило, какая была там аргументация у силовиков? Имела ли вообще... Непосредственно на сегодняшнем судебном заседании не присутствовал, но до этого на ряде судебных заседаний присутствовал. Сегодня мы просто были в городе Армянске на суде по делу Мустафы Джемилева. Но я в курсе, что там предъявляется Эльвиру Аметову. Скажу сразу, это лишь повод, там какое-то оружие со сточенными пайками, с разрезанным стволом, что теоретически оно может выстрелить, там какой-то эксперт делает заключение. Я хотел бы тому эксперту дать в руки этот ствол, пусть он его заварит, заштопает и попробует с него выстрелить. Если у него в мозгу потом что-нибудь останется, это только идиот может себе позволить попытаться стрелять из оружия, которое поврежден ствол. Ну, понятное дело, что эксперт заказной, так же, как и сам судебный процесс, потому что нужно было привлечь к ответственности Эльвира ага, то в отношении него там какие-то дела по экономическим, там то что-то не так в его кафе, то до этого у него отняли там рынок. То есть это целенаправленное просто движение, тяжбы, да, направленные на то, чтобы запугать и лишить возможности чем-либо заниматься. Ну, эта же история тянется уже давно. Собственно, мы говорим, да, что преследование именно за того, что он член Меджлиса и не отрекся, скажем так, от участия в этой организации. Но вот хотелось бы узнать,
Собственно, почему именно к нему тогда пришли и почему его преследуют? Ну, потому что есть еще, скажем, к сожалению, среди наших соотечественников пара подонков, которые, писали всякие доносы. Писали не только в отношении Эльвира, не только в отношении кого-то других, и в отношении меня, и в отношении Наримана Джиляма. Подонки есть, процессы будут. Переживем. А какого рода эти жалобы, эти кляузы? Это анонимки? Вот, собственно, про вас что писали там? Где-то анонимки, где-то откровенные доносы, где-то типа, почему еще до сих пор, например, человек, который там признался руководителем регионального отделения Меджлиса, не отрекся, не отказался, почему он сегодня на свободе, почему у него там какой-то бизнес идет, то есть, или почему Нариман Джилял до сих пор на свободе, почему Заир Смедляев на свободе, почему еще какие-то комментарии дает где-то в каких-то СМИ. Такого рода. Как вы это, когда идет речь о вас, как это вы воспринимаете и как это влияет на вас? Если какая-то собака лает, значит мы на правильном пути, и наш караван дойдет до цели. А вам известно, как Эльвир Аметов отреагировал на приговор? Он как-то это комментировал? Это ожидаемо. Он и не ожидал того, что вдруг суд расплачется, извинится, скажет, мы виноваты, мы неправильно там вас пытаемся привлечь. Ожидаемые вещи. Будет подавать апелляцию, как отреагирует. Хотя и результат апелляции тоже понятен и ожидаем. Оправдательного ничего не будет. Как он, не то чтобы это, он будет подавать апелляцию, но тем не менее, что он будет делать со своим музеем дальше? Он будет продолжать работать? Конечно, будет продолжать. Просто, к сожалению, несколько экспонатов, достаточно интересных экспонатов, изъяли из его музея. Понятное дело, они попадут потом в чьи-то другие руки, тех людей, кто производил это изъятие. А есть какие-то подробности? Много изъяли из музея или вернули уже? В каком состоянии музей? Нет, не вернули. Не вернули, и это останется как вещдок. Просто я так подозреваю, что даже по завершению всех этих процессов большинство этих экспонатов не вернется. Не так много, но были изъяты. Да? А 8 месяцев ограничения свободы, это что значит? Как это будет происходить? Это значит, с 22:00 до 6 утра он должен находиться дома, потому что в любое время, в это время могут прийти проверить, где он находится, дома или нет. Если не дома, значит, это нарушение уже ограничений, режима ограничения. Плюс запрет выезда за пределы Судакского региона. Плюс обязательство 1 раз в месяц отмечаться в городском отделении полиции. Благодарю вас, Заир Ага, за то, что были с нами на связи. Заир Смедля, глава Центральной избирательной комиссии Курултая, был с нами на связи. И говорили мы о преследовании руководителя регионального судакского меджлиса Эльвира Аметова, которого оккупационный суд приговорил к 8 месяцам ограничения свободы за якобы хранение частей, незаконное хранение частей огнестрельного оружия, хотя речь идет о музейном экспонате, не боеспособном оружии, не действующем оружии, в музее, экспонаты которого Эльвир Аметов собирал не одно десятилетие. Этот музей является достоянием всего крымско-татарского народа. Там собраны редкие экспонаты старинные, но, видимо, это не имеет никакого значения для оккупантов. Им
важен повод для того, чтобы начать преследование человека, который не отказался от своей роли, от своего участия в Меджлисе крымско-татарского народа, несмотря на то, что оккупанты запретили деятельность представительного органа крымских татар в оккупированном Крыму. Сегодня в оккупированном Крыму прошел еще один суд, так называемый суд в Армянске. Продолжает сфабрикованное дело против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Его обвиняют в якобы незаконном переходе российской границы. Речь идет о попытке Мустафы Джемилева из Херсонской области попасть в Крым в районе города Армянск в марте 2014 года. И еще его обвиняют в незаконном хранении и ненадлежащем хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему по старому делу, еще до оккупационному делу, связанным с трагической гибелью соседа семьи Мустафы Джемилева в Бахчисарае, который был вот по трагической случайности погиб от выстрела сына Мустафы Джемилева Хайсера. Это дело было уже завершено еще до оккупации, был вынесен приговор. Но, тем не менее, оккупанты решили поднять это дело и тоже вот включить его в так называемое производство, объединив его еще с обвинением в якобы незаконном переходе границы. Вот подробности этого так называемого судебного разбирательства мы сможем сейчас узнать у адвоката Николая Полозова. Он с нами на связи. Приветствую вас, Николай. Да, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что сегодня происходило в этом так называемом суде города Армянск? Ну, сегодня состоялось 34-е судебное заседание по делу против Мустафы Джемилева. После почти полуторамесячного перерыва суд уходил в июле в отпуск. И, наконец, возобновились судебные заседания. На данной стадии доказательства представляет сторона защиты. И фактически судебное заседание у нас началось с заменой прокурора. Пришла новая девушка-прокурор. Однако она пришла без каких-либо полномочий, то есть не только у нее не было поручения на поддержание государственного обвинения в уголовном процессе прокурора. В этой связи суд объявил перерыв, чтобы были представлены надлежащие полномочия, поскольку защита возражала против рассмотрения дела без полномочий прокурора. Мы не знаем, кто приходит в процесс. Может быть, это какие-то люди, переодетые в прокуроров, не настоящие прокуроры. После перерыва пришел другой прокурор, который был при удостоверении. Поручения у него также не было, но он предоставил другой документ, согласно которому прокуратура Крыма направляет в Армянск дело и дает поручение прокурорам города Армянска поддерживать обвинение. Собственно, после того, как были улажены эти процессуальные моменты, защита пригласила на допрос свидетелей защиты. Сегодня явились два свидетеля защиты. Это Назим Меметов и Нариман Джилял. Первым был допрошен Назим Меметов, который показал, что накануне 3 мая он узнал о том, что Мустафа Джемилев собирается приехать в Крым, и чтобы выразить уважение национальному лидеру, принял решение встретить его. Однако 3 мая ему не удалось встретиться с Мустафой Джемилевым, потому что недалеко от города Армянск дорогу ему и другим людям перегородили вооруженные лица в камуфляжной форме без опознавательных знаков, никого не пропустили. И впоследствии они только выпустили с той стороны, со стороны Херсонской области, какое-то количество людей, которое прошло раньше. Как я уже сказал раньше, Мустафу Джемилева он не видел, но он описал местность, где происходили эти события. По версии обвинения Мустафа Джемилев нарушил государственную границу, но в соответствии с законодательством в России государственная граница должна обозначаться на местности ясными видимыми знаками для того, чтобы любое лицо, которое находится в этой местности, могло понимать, что действует особый правовой режим. Свидетель показал, и это подтвердило показания ряда других свидетелей, которые были допрошены ранее, что никаких знаков, обозначающих наличие государственной границы, нет. Мало того, свидетель полагал в тот момент, что государственная граница между Россией и Украиной вообще-то проходит по фарватеру Керченского пролива между Таманским и Керченским полуостровом.
Нариман Джилялов, это второй допрошенный свидетель, показал, что он также был 3 мая в этот день возле города Армянск. Он встретил Мустафу Джемилева. Фактически он также описал, что людям не давали пройти некие вооруженные лица без каких-либо знаков различия и опознавательных знаков. Они были в форме, похожей на форму украинского Беркута. Также он слышал выстрелы, которые были произведены. Что касается встречи с Мустафой Джемилевым, то недалеко от поста ГАИ, бывшего поста ГАИ, свидетель остановился возле стелы, изображающей Грифона, и там он увидел, что на дороге и по бокам стоят некие сооружения временные. Это будка белая, это какие-то армейские палатки, однако никаких надписей о цели этих сооружений там не было. И отсутствовали какие-либо лица, которые могли бы там осуществлять охрану общественного порядка или выполнять какие-то организационно-распорядительные функции. Когда Мустафа Джемилев прибыл на машине в ту местность, никто у него не спрашивал документы, никто не подходил к нему, не давал никаких разъяснений. Он пообщался с людьми, и потом выяснилось, что фактически его не пустят. Далее шли переговоры с участием Ленура Ислямова, Михаила Шеремета о том, чтобы хотя бы людей запустили обратно. И только после того, как Мустафа Джемилев убедился в том, что всех людей пустили обратно, он уехал. Оба свидетеля, давая характеристику личности Мустафы Джемилева, заявили о том, что Мустафа Джемилев не является личностью, склонной к правонарушениям, что это уважаемый человек, он депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины, в прошлом диссидент в советское время и долгие годы преследовался, более 15 лет провел в советских лагерях, а сейчас его преследуют за его открытую четкую позицию относительно непризнания оккупации Российской Федерации Крымского полуострова и непризнания последствий этой оккупации. За то, что Мустафа Джемилев отстаивает территориальную целостность Украины. Ну вот фактически судебное заседание на этом было завершено. Суд принял решение, что следующее судебное заседание состоится завтра, 6 августа. Защита также продолжит представлять свои доказательства. И я полагаю, что ближе к концу августа мы уже будем выходить на прения и последующий приговор. Прошла информация, что в этот суд попытаются снова повторно вызвать оккупационного министра внутренних дел Сергея Абисова, который возглавлял это ведомство с 14 по 18 год, как свидетеля. Вот что вы можете об этом рассказать поподробнее? Да, суд удовлетворил ходатайство защиты о вызове нескольких лиц в качестве свидетелей. Часть из них — это пограничники, которые присутствовали 3 мая возле города Армянск. И по их первоначальным показаниям, они, правда, потом почему-то не вошли в объем обвинительного заключения, они заявляли о том, что Мустафа Джемилев не пересекал границу, потому что эти пограничники ему это сделать не позволили. Почему следствие исключило эти показания? Ну, совершенно очевидно, потому что у следствия была задача сформировать именно обвинительный уклад. Что касается бывшего оккупационного министра МВД Крыма Абисова, то действительно в ходе исследования вещественных доказательств, а именно видеозаписей с места событий, мы данное лицо наблюдали на видеозаписи, где оно представлялось, и где оно указывало, что государственная граница Российской Федерации проходит по месту, где расположена шеренга вооруженных людей, которая не пускала людей на встречу с Мустафой Джемилевым. Соответственно, защите интересно узнать, по каким критериям данное лицо определяло, где проходит государственная граница, и если действительно государственная граница проходит там, то совершенно очевидно, что Мустафа Джемилев никак не мог ее пересекать, потому что ни по показаниям свидетелей, ни по исследованным фото-видеоматериалам он к этой шеренге даже не приближался. Ведь это, я так понимаю, повторная попытка вызвать Абисова в суд. Что было с первой? Почему он ее проигнорировал, не заметил? Есть у вас информация какая-то об этом? Суд объявил о том, что предыдущий вызов Абисова, направленное в его адрес извещение вернулось без ответа. То есть якобы его там нет. Суд дополнительно по ходатайству защиты запросил адресное бюро, и оказалось, что действительно тот адрес, который был представлен стороной защиты, а сторона защиты взяла его с сайта «Миротворец», действительно соответствует действительности. Абисов должен проживать там. И в связи с этим ему направили повторное извещение. А повторное извещение на тот же адрес, на котором его нет?
с которого пришел ответ, да. Других, к сожалению, возможностей каким-то образом его разыскать в Крыму у нас нет. Поэтому мы вынуждены опираться на те возможности, которые есть у суда. Мы вместе с вами, вернее, вам, следим за ходом этого процесса, и наблюдается такая тенденция, что те свидетели, которые приходят в суд, они свидетельствуют, скажем так, в пользу Мустафы Джемилева и говорят, что не видели никаких нарушений. А свидетели, которые могли бы, наверное, как-то свидетельствовать против, они часто не являются в суд. И это и пограничники в основном, да, которых вызывают. Как вы можете охарактеризовать общую тенденцию, такой общий ход процесса? Вот как он выстраивается сейчас, как вырисовывается картина? Я могу сказать так, что изначально и материалы уголовного дела, и обвинительные заключения формировались, безусловно, с расчетом на то, что будет полный обвинительный уклон. Вместе с тем надо отметить, что председательствующий судья по делу Венера Исраилова, она пытается демонстрировать объективное рассмотрение дела и удовлетворяет те ходатайства защиты, которые другие судьи в Крыму при подобных обстоятельствах не стали бы удовлетворять. То есть пытается продемонстрировать, что дело рассматривается всесторонне и объективно. Однако, не стоит обольщаться на сам ход процесса, важен будет результат. И я думаю, что в ближайший месяц мы уже услышим, какой будет приговор. А на каком этапе сейчас процесс? Вот вы по-прежнему предоставляете свои доказательства, да, доказательства невиновности. Следующий... Да. Что потом? Дело в том, что обвинение представляло свои доказательства на протяжении полугода, даже больше. Сторона защиты начала представлять доказательства только в мае. Фактически у нас было 5 заседаний, когда мы смогли допросить ряд свидетелей. После окончания представления доказательств стороной защиты суд еще раз спросит у сторон, есть ли какие-либо дополнения, и тогда прокуратура сможет представить какие-то дополнительные доказательства. Если дополнений не будет, то будет объявлено об окончании судебного следствия, и суд перейдет к стадии прений, в ходе которых обе стороны выскажут свою позицию относительно исследованных доказательств и относительно в целом судебного процесса. После этого суд удалится в совещательную комнату и выйдет уже на оглашение приговора. Если можете раскрыть какие-то подробности завтрашнего заседания, что планируется завтра? Мы планируем также допросить еще ряд свидетелей, которые должны явиться в суд. Кроме того, у нас еще есть некоторые вещественные доказательства, которые мы хотели бы представить суду, в том числе исследования, подготовленные специалистом, баллистическое исследование. Дальше уже будем смотреть по ситуации, как будет развиваться непосредственно ход процесса. Вот меня заинтриговало слово «баллистические доказательства». То есть, я понимаю, речь идет о стрельбе, которая была в тот день на так называемой границе. У вас есть какие-то... Речь идет о патронах. Дело в том, что один из пунктов обвинения Мустафе Джемилеву звучит так: незаконное хранение боеприпасов. Это по второму этому моменту, да, этого дела? Да, это по событиям 2013 года. В ходе обыска у него дома нашли патроны, которые российские исследователи квалифицировали как запрещенные гражданскому обороту и незаконно хранящиеся. Причем квалифицировали абсолютно произвольно. Ранее мы допрашивали следователя по этому делу, Магомеда Магомедова, и ранее суд исследовал баллистические экспертизы. В самих баллистических экспертизах нигде нет указания о том, что это запрещенные гражданскому обороту патроны. Я напомню, что у Мустафы Джемилева были все необходимые разрешения для того, чтобы он хранил дома и использовал при необходимости огнестрельное нарезное оружие и боеприпасы, соответственно, к нему. Следователь в ходе допроса показал, что он от себя дописал, что это запрещенные в гражданском обороте предметы, несмотря на то, что этих сведений в экспертизе представлено не было. На вопрос, зачем он это сделал, он сказал: я так вижу эту ситуацию. Поэтому для того, чтобы полностью исключить любую возможность того, чтобы привлечь Мустафу Джемилева к какой-то ответственности за невиновные деяния, а патроны он имел хранить полное право, защита нашла специалиста по баллистике, который подготовил объемное исследование
и в котором подробно расписал о том, почему действия следователя незаконные, и что данные боеприпасы не только соответствуют федеральному закону об оружии, но и соответствуют криминалистическим требованиям, как в прошлой редакции до 2015 года, так и в новой редакции после 2015 года. Фактически, эта экспертиза должна полностью снять вопрос о виновности Мустафы Джемилева в незаконном хранении боеприпасов. Я правильно понимаю, что эти два дела, они как-то перемешиваются в этом процессе? То есть, может быть, идут параллельно? Как один судья сразу, получается, пытается разобраться в двух делах? Нет ли каши у обвинения, у судьи в голове вот из-за того, что там все перемешано? Фактически 3 пункта обвинения. Одно касается границы, одно касается небрежного хранения оружия, повлекших тяжкие последствия, и одно касается незаконного хранения боеприпасов. Мы стараемся структурировать доказательства таким образом, чтобы у суда была предельная ясность в восприятии этих доказательств, и для того, чтобы у суда были все возможности для того, чтобы вынести оправдательный приговор. То есть фактически на данной стадии уже становится очевидным, что ни один из пунктов обвинения в отношении Мустафы Джемилева не подтверждается доказательствами. И фактически по приговору будет понятно, мотивирован ли был суд на вынесение априори незаконного обвинительного приговора, или все-таки будет принято справедливое и законное решение об оправдании Мустафы Джемилева по всем пунктам. Вы уже неоднократно говорили, что надеяться на оправдательный приговор сложно в таких условиях. Неужели у вас эта надежда еще остается? Наша задача в данном процессе не только собрать все нарушения и фактически продемонстрировать свою позицию. Наша задача заключается в том, чтобы исключить любые возможности применить по отношению к Мустафе Джемилеву какие-либо формы ответственности, поскольку он абсолютно ни в чем не виновен. И мы настаиваем на этом. Дальше мяч будет на стороне суда. Если суд примет политически мотивированное решение, тем хуже будет для суда. Мы будем это обжаловать вплоть до европейских инстанций. Я благодарю вас за то, что вы подключились к нашему разговору. Благодарю вас. Николай Полозов, адвокат о деле против Мустафы Джемилева в оккупированном Крыму. Оккупанты его обвиняют в якобы незаконном пересечении границы 3 мая 2014 года и небрежном хранении боеприпасов и оружия по старому делу, которое оккупанты возбудили и активизировали весь этот судебный процесс, связанный с инициативой Меджлиса крымско-татарского народа, инициатива, возникшая еще до пандемии 2020 года, провести марш на Крым. Тогда Меджлис призвал всех неравнодушных людей, представителей международных организаций, правозащитников, представителей структур ООН, представителей стран, правительств других европейских стран, пойти маршем в оккупированный Крым для того, чтобы продемонстрировать, во-первых, единство мирового сообщества, считающее Крым украинским, и продемонстрировать, что Украина никогда не откажется от своего полуострова. Именно после этого активизировались эти дела. И вот Николай Полозов рассказал нам подробности этого дела. Но сегодня в Крыму, скажем так, богатый день на такого рода события. Мы уже говорили об Эльвире Аметове, рассказали о сфабрикованном деле против Мустафы Джемилева. И сегодня еще оттуда пришла новость о том, что оккупанты задержали ялтинскую активистку Людвику Пападополу. Ночью 5 августа ее задержали на админ-границе возле Армянска. Ее доставили в так называемое оккупационное главное управление Следственного комитета в Симферополе, якобы из-за того, что она находится в розыске. С нее взяли подписку о невыезде. Ее, как стало известно со слов адвоката Алексея Ладина, ее обвиняют в клевете из-за какого-то поста в Фейсбуке, авторство которого сама Людвика не признает. С нами на связи правозащитник Александр Седов, и, может быть, у него есть подробности
происшествия, если так можно сказать. Приветствую вас, Александр, вы меня слышите? Добрый день. У вас есть какие-то подробности, как все происходило, что с ней сейчас? Вы сейчас, в принципе, сказали почти все, что мне известно в данный момент. То есть, да, то, что задержали сегодня после полуночи, через полчаса у первого ночи на одной границе в районе Армянска. То есть в чем ее обвиняют, и какая статья обвинения сейчас пока еще неизвестно, но потому что как проходило у нее в феврале, когда ее проводили по делу в качестве свидетеля за то, что она была просто вкрыта в социальной сети, и на основании этого провели обыск и забрали идентификацию. Говорит о том, что это дело точно так же сфабриковано, то есть это политическое преследование, в данном случае ищет какой-либо повод для как ограничения свободы перемещения, поскольку допуск ее с одной территории Украины на подконтрольной территории Украины является ограничением свободы перемещения, так и лишение свободы, поскольку сейчас она находится в ВВС, и завтра, когда будет решение так называемого суда, есть невероятность того, что могут ее избрать и как или содержание под стражей, или домашний арест, что также является лишением свободы. То есть в данном случае налицо явно политически мотивированное преследование. Сейчас мы стараемся выяснить, в чем именно обвиняют. Это исключительно для того, чтобы понять, на основании чего фабрикуются дела на оккупированной территории. Может быть, расскажете нашим телезрителям, чем известна Людвика, вот, собственно, что за пост и вообще... Она блогер-активистка, то есть она следит ситуацией, группа, в которой ее обвинили, что она там участвовала, это группа, которая занималась фиксацией коррупции оккупационных властей. И поскольку оккупационные власти в данном случае пытаются запретить любую критику в своем отношении, то есть было фабриковано дело в отношении другого человека за якобы ложь, и в данном случае она проходила как свидетель. Сейчас большая вероятность того, что ее обвиняют опять же за один из постов в интернете, который она публиковала, и на основании чего было поводом для того, чтобы возбудить в отношении ее дела. То, что ее обвинили в том, что она якобы находилась в розыске или под подпиской о невыезде, то есть, быстрее всего она об этом не знала, поскольку она вряд ли тогда в случае покинула бы поехала бы на подконтрольную Украине территорию, поскольку в любом случае там задержали. То есть, быстрее всего, она даже не знала, что она находится в розыске или под подпиской о невыезде, и что в отношении ее возбуждено какое-то дело. Поскольку по последним данным, которые нам было известно, в отношении она тогда проходила по делу как свидетель. В данном случае, то есть, просто сообщили заранее, объявили в розыск, даже не потрудившись ей об этом сообщить в данном случае. И как повод ее сейчас задержали и ждем дальнейших действий оккупационных властей в ее отношении. Известна ли вам какая-то информация о преследовании подобного рода в оккупированном Крыму? Как часто подвергаются таким действиям, задержаниям? Как в социальной сети этот повод постоянный, то есть там используется несколько статей административного кодекса, ранее применяли статьи Уголовного кодекса, в том числе применяются статьи Уголовного кодекса за посты, если оккупационные власти рассматривают их как призывы к нарушению территориальной целостности. То есть посты связаны с тем, что Крым – это территория Украины, и необходимо возвращать под контроль Украины. То есть это уже новую статью. А просто связаны с какими-то политическими действиями, с партиями, или организациями, которые спокойно власти считают экстремистскими и террористическими, то в данном случае и преследуются по административам. Это может быть связано как со штрафами, так и с лишением свободы в рамках административных арестов до 15 суток. При этом попадают под преследование как активисты, так и, как в случае с Курбудиновым, адвокаты, которые участвуют в защите политических заключенных. То есть это очень распространенная практика, удобная, и в принципе она достаточно широко применяется для преследования инакомыслия на оккупированной территории. И я, собственно, удобна тем, что ее можно применить практически кому угодно, кто публикует что-либо в социальных сетях, что не нравится оккупационным властям.
Ну, может быть, вы анализировали, как работают российские спецслужбы в соцсетях, как они, насколько опасно быть открытым, состоять даже в закрытых группах, как вот обезопасить себя и распознать бота или, вернее, под какой-то фейковой страницей сотрудника спецслужб, который наверняка же как-то мониторит весь интернет для того, чтобы потом фабриковать такие дела. Ну, прежде всего, да, это закрытые группы, куда имеют доступ только люди, которых вы лично знаете. Общение только через такие социальные сети, ни в коем случае не использовать ВКонтакте, Одноклассники, поскольку именно ВКонтакте является основным поводом в этой социальной сети, является наиболее распространенным поводом для преследований. Вплоть до того, что были случаи, когда людей преследовали по уголовной статье за то, что он комментировал другие посты. То есть налицо то, что не просто отслеживается информация, а быстрее всего ВКонтакте передает информацию обо всей активности какого-то интересующего ФСБ или Центр противодействия экстремизму абонента социальной сети. И в данном случае ВК, я категорически рекомендую ничего не писать и вообще не иметь аккаунта в этой социальной сети в Одноклассниках. То есть это использовали вообще закрытые частные сообщения для переписки или использовать Facebook, но опять же только в отношении тех людей, которых вы точно знаете, которые явно не фото. То есть проверка в данном случае может быть в дальнейшем, если кто-то вам хочет ставиться в друзья, вы должны его лично знать. И плюс необходимо уточнить, позвонить каким-то другим методом, узнать, этот человек хочет вам добавиться. Потому что, насколько нам известно, в том числе ФСБ может использовать аккаунт знакомого человека, чтобы добавиться к вам в друзья и в дальнейшем пройти в группу. Хотя это будет просто аккаунт-копия другого человека. В данном случае таким образом получается информация переписки. А Центр противодействия экстремизму в том числе использует, как я сказал, даже факт комментирования других публикаций для преследования. Поэтому надо очень внимательно следить, что общение проходит в круг, который вы лично знаете. Или если это проходит где-то в общих чатах или в общих группах, то стараться не комментировать, если вы находитесь в зоне действия оккупационных властей, то есть в данном случае стараться не говорить на темы, которые могут быть поводом для преследования. А есть ли какие-то рекомендации о том, какой мессенджер может быть самым безопасным? Потому что, ВКонтакте все понятно, он там, с Одноклассниками тоже. Но возникают истории с Facebook, из Telegram, и мы слышали и о давлении на Telegram, его заставляли тоже принудить к сотрудничеству с российскими спецслужбами. Насколько этот ресурс безопасен? И есть ли ресурс, который мы можем рекомендовать, я не знаю, наверное, так, для безопасного общения? Если говорить о социальных сетях, то особенность социальных сетей в том, что вы все-таки публикуете информацию, которую видят хотя бы как минимум ваши друзья. То есть в том случае надо работать с социальными сетями. Если же говорить о мессенджерах, как, например, Telegram, WhatsApp, мессенджер в Фейсбуке, то я бы рекомендовал Signal, как мессенджер, который более-менее зашифрован, и у него шифрование сигнала, то есть, в принципе, даже если доступ у представителей сигнала о том, какая была переписка, не будем знать просто потому, что сигнал информация передана зашифрованная, они сами не видят, что именно передавалось, поскольку она зашифрована. Насколько я знаю, сквозное шифрование применяется в WhatsApp, тем более он не принадлежит никаким связанным с Российской Федерацией структурам, и, в принципе, очень мало вероятности, что он такую информацию передаст. Крайне не рекомендую использовать российские, это e-mail, Mail.ru, Яндекс, ВКонтакте, Viber, который, опять же, информацию ФСБ. Сигнал, как вы сказали, Сигнал, в принципе, российская разработка, насколько активно они сотрудничают, Телеграм российская разработка, и насколько они активно сотрудничают с ФСБ, я сказать не могу, поэтому я бы не рекомендовал использовать Телеграм для передачи информации. Тем более в самом Телеграме, опять же, часто появляются боты, которые могут, опять же,
заходить в группы, закрытые группы и собирать информацию для нахождения каких-либо поводов для преследования. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Александр Седов, правозащитник, о преследовании активистки и блогерши Людвиги Пападопова, которую задержали на админгранице, и она сейчас содержится в изоляторе временного содержания. Она, оказывается, находилась в розыске, и ее обвиняют в клевете за посты в Facebook, авторство которых она сама отрицает. Об этом ранее говорил адвокат Алексей Ладин. А мы переходим к другой теме, тоже связанной с оккупированным Крымом. С сегодняшнего дня в Украине вступают в силу изменения, связанные с въездом в нашу страну правил, которые обусловлены карантинными ограничениями. Вот об этих изменениях, о том, как они повлияют на возможность жителей оккупированного Крыма попадать на материк, мы поговорим с Анастасией Калининой, юристом Крымсос. Приветствую вас, Анастасия. Добрый день. Можете ли нам рассказать о том, что это за изменения и как они касаются правил пересечения админграницы с оккупированным Кримом? Так, звичайно, з сьогоднішнього дня вступили в силу нові зміни щодо перетину адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні. Тепер, коли громадяни України будуть перетинати адміністративний кордон, вони повинні будуть надати українським прикордонникам або сертифікат про проходження повного курсу вакцинації вакцинами проти COVID-19, які рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, або довідку 063 про перше щеплення вакцинами, які також рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Якщо людина не може надати такі документи, їй необхідно буде встановити додаток вдома та пройти експрес-тестування на КПВВ Каланчак або Чонгар. І якщо це результати цього тестування негативним, то цю людину автоматично знімають з самоізоляції у додатку вдома, та вона далі рушить та пересувається по країні. Якщо такий результат такого тесту негативний, то така людина повинна буде пройти 10-денну самоізоляцію. Такий експрес-тест можна здати як на КПВВ Каланчак, так і на Чонгарі. На Чаплинка наразі не працює і, звичайно, тести там також здати неможливо. Але є виключення. Є виключення для людей, яким не потрібно встановлювати додаток вдома та проходити самоізоляцію, навіть якщо у них немає документів про повне щеплення або про перше щеплення. Такий перелік – це особи, яким не виповнилось 18 років, це учасники зовнішнього незалежного оцінювання, це особи, які мають намір вступити до вищих навчальних закладів або інших навчальних закладів на материковій частині України, це студенти, які вже навчаються на материковій частині України, це одна особа, яка супроводжує такого студента або абітурієнта, який прямує на материкову частину України, це батьки, опікуни або усиновителі, та громадяни України, які бажають пройти вакцинацію на материковій Україні, але за умови того, що в них є запрошення з унікальним ідентифікатором. Вони цей ідентифікатор надають прикордонникам на адміністративній межі і їх пропускають. Далі, як працюють центри тестування на КПВВ. На КПВВ Каланчак пункт тестування облаштований в приміщенні ЦНАПу, Центру надання адміністративних послуг. Вони працюють з понеділка по п'ятницю з 9 до 3 годин дня. У вихідні та святкові дні можна зробити такий тест у приміщенні Каланчацької лікарні. Тестування таке безкоштовне. На КПВВ Чонгар тестування проводять в приміщенні автостанції представники Червоного Хреста, і таке тестування проводиться з понеділка по п'ятницю з 8 до 4 дня. Також хочемо зазначити, що
вакцинація вакцинами російського виробництва, Спутником В, Епіквак, Короною та іншими на території України, звичайно, не визнаються. Щодо, якщо особа хоче вакцинуватися на материковій частині України, є 3 центри масової вакцинації у Херсоні, в ТРЦ «Фабрика», у Херсонській міській клінічній лікарні поліклініка номер 3 та імені Карабелеша та Херсонська міська клінічна лікарня імені Тропіних, поліклініка номер 1. Та, звичайно, є ще перелік центрів вакцинації для мешканців тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, і де щеплення відбувається вакциною Коронавак. Так, і їх є перелік на сайті як Міністерства охорони здоров'я, так і на сайті COVID-19. Є такі центри в Генічеській, в Чангарі, в Каланчакі та безпосередньо в самому Херсоні. Загалом їх 6. З собою, звичайно, необхідно обов'язково мати паспорт та код. І таке щеплення безкоштовне. Ну, это вот все описано, как должно быть, да? Так, звичайно. А есть ли у вас информация, как это работает на практике? Удобно ли построена логистика? Можно ли приехать и действительно на КПВВ пройти все эти процедуры? Или приехать там в Херсон и застать открытый этот кабинет? Как это работает? Так, наразі, за нашою інформацією, як на КПВВ Каланчак, так і Чангарі роблять тестування, воно безкоштовне, тести є, їх очікують ще поповнення. Щодо вакцинації, то, звичайно, так, можна записатися як онлайн, так і зателефонувати через месенджері, записатись, отримати ідентифікатор, приїхати та вакцинуватись. Вакцина також є, це Коронавак, але вона є. Це вакцина визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тому все добре. Щодо проблем, з якими, наприклад, ми зіткнулися, це вчора і сьогодні, наприклад, люди, які зробили перше щеплення, виїхали до Криму і сподівалися повернутися до другого і думали, що внесуть зміни. І вони, звичайно, не отримали таку довідку про перше щеплення. І навіть якщо якийсь їх родич отримає, то вона, звичайно, не підійде, це потрібна оригінал, то тому їм доведеться здати експрес-тест та встановити вдома, але це не є проблеми, тому що тести є, такі експрес-тести є та робляться. Звичайно, ми слідкуємо за подальшим розвитком подій і наша гаряча лінія працює, ми надаємо консультації людям і вирішуємо проблеми вже по факту, бо сьогодні тільки перший день, і це ось наразі тільки такі проблеми, з якими поки люди стикаються і, звичайно, до нас звертаються. Вот с вашей правозащитной точки зрения, насколько этот механизм удобен и практичен? Я не бачу нічого поганого в цьому. Звичайно, є тільки одна загроза для людей, яких немає, наприклад, української сім-карти, і вони не можуть активувати цю дію вдома. Та, звичайно, для людей похилого віку, які, в принципі, не можуть встановити такий додаток вдома. І вони будуть вимушені проходити 10-денну обсервацію у найближчій лікарні. Але у зв'язку з погіршенням саме епідеміологічної ситуації як в самому Криму, так і на території материкової частини України, то ці дії звичайно обґрунтовані. Я вважаю, що ці дії нашого уряду звичайно обґрунтовані. Ну, кстати, очень часто одно время были жалобы на КПВВ о том, что там не работает Wi-Fi. Вот какая там сейчас обстановка? Есть у вас? Так. Були скарги. Наразі Wi-Fi працює, але, звичайно, ми, коли нам люди дзвонять ще до того, як вони планують перетинати адміністративний кордон, ми радимо їм заздалегідь встановити додаток вдома, щоб не було, можливо, якихось перебоїв.
і вже активують вони його на кордоні. Але наразі, за інформацією наших моніторів, то Wi-Fi працює. Wi-Fi працює і, інтернет, звичайно, мобільним іноді не дуже якісно працює, але Wi-Fi там є. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Дякую вам. Спасибо большое. Анастасия Калинина, юрист Крымсос. Мы сейчас продолжение нашего разговора о введении новых правил пересечения въезда в Украину. Будем говорить тоже с представителем Крымсос, южноукраинского офиса, непосредственно из Херсона, насколько я понимаю. С нами на связи Алексей Тельненко. Привет. Добрый день. Приветствую вас, Алексей. Вот, собственно, хочется у вас узнать из первых рук информацию о том, как обстоят дела сейчас на КПВВ, что там происходит, как новые правила повлияли на процесс прохождения админграниц. Действительно повлияли, и некоторые люди недовольны, но мы прекрасно понимаем, что, как моя коллега говорила ранее, в связи с обострением и ухудшением ситуации, и эпидобстановкой, как в Крыму, так и на материковой части, это такая вынужденная мера. И многие люди в большинстве своем понимают ситуацию. Плюс ко всему местные жители, которые проживают в районах, прилегающих к админгранице, значительно жаловались на то, что, собственно, крымчане, которые въезжают на материк, могут привозить с собой эти новые штаммы коронавируса. Поскольку, естественно, никакого контроля по въезду на территорию Крыма российских граждан нет, и они, конечно, свободно перемещаются и привозят с собой различные штаммы новые, в том числе этот последний дельта, от которого уже в том числе на территории Херсонской области есть смертельные случаи, то есть люди умерли. Если говорить... Есть ли у вас информация о том, какая ситуация с коронавирусом в Крыму? Мы слышим там какие-то цифры, там то 300, то 400 человек ежедневно, там от 11 до 14 каждый день, к сожалению, умирают от коронавируса. Насколько там тяжелая ситуация? Есть у вас информация? Ситуация действительно там тяжелая, и в последнее время динамика там тоже растущая по количеству инфицированных, и тенденции к снижению не наблюдается. То есть каждый фактически день имеют место новые антирекорды по заболеваемости ковидом. Поэтому, в принципе, такая мера по ограничению была абсолютно обоснована. Если говорить о КПВВ, то люди действительно вынуждены ставить приложение. Вы говорите, что есть недовольные, но есть просто недовольные тем, что есть эти нововведения, а могут быть недовольны тем, как это все работает. Все ли работает, удобно ли людям пользоваться, проходить? Смотрите, в данный момент все работает, в данный момент тесты есть. Как мы фиксировали в конце предыдущего периода, когда действовали ограничения, когда тестирование не проводилось в связи с тем, что просто закончились сами экспресс-тесты. И экспресс-тестов было недостаточно на территории Херсонской области. Их нельзя было перераспределить для использования на КПВВ для тестирования крымчан или людей, наших граждан, которые въезжали с территории Крыма на материковую часть Украины. Впоследствии, когда карантинные ограничения были сняты, проблема, собственно, исчезла. Сейчас в наличии по факту на территории Херсонской области есть 35 тысяч тестов для тестирования людей, которые выезжают через админ-границу. В ближайшее время, по информации Департамента здравоохранения, они ожидают пополнения этих фондов. Поэтому говорить о том, что какие-то проблемы в том, что недостаточно обеспечены тестированием эти пункты, сейчас не приходится. Какие проблемы были ранее, например, и с которыми, я думаю, точно так же столкнутся люди сейчас, это часто технические, это человеческий фактор.
часто к нам обращались люди, которые, установив приложение в дома, после прохождения теста не получали уведомления о снятии из самоизоляции, то есть не приходило подтверждение в самом приложении. Это было связано с техническими проблемами, очень часто это просто неверно был указан номер телефона, на который был зарегистрирован это приложение в дома. Вот, и в связи с этим не приходило уведомление. У нас, в принципе, есть контакты с центрами тестирования как на Каланчике, так и на Чонгаре. Вот это все решается в индивидуальном порядке, и обычно там в течение дня эта проблема решается. То есть если люди сталкиваются с подобными проблемами, мы рекомендуем обращаться к нам на горячую линию, и эти все проблемы, они решаемы. Благодарю вас. Благодарю за то, что рассказали нам о ситуации на админгранице и подключились к нашему разговору. Это был Алексей Тельненко, координатор южноукраинского офиса Крымсос. Я заканчиваю этот час, чтобы прерваться на перерыв. Смотрите нас на нашем YouTube-канале, подписывайтесь на наш Patreon, чтобы узнавать больше, чтобы можно было пересмотреть и внимательно прослушать, допустим, те советы, которые сегодня давали нам эксперты из Крымсос. Если вам нужно будет в ближайшее время пересекать админграницу с оккупированным Крымом, увидимся.